чем плюс приезда Макрона в Казахстан? Дело в том, что сейчас западная пресса будет очень много писать о Казахстане. О президенте Токаева, об оппозиции, о событиях Кантара 22 года и так далее. И поэтому все действия власти по подавлению возможности встречи активистов партии «Алга Казахстан» с президентом Франции Макроном, все это будет транслироваться в международных СМИ. Все абсолютно. И этой ситуацией надо воспользоваться, уважаемые друзья, потому что я хочу сказать следующее. Я сам лично работаю над организацией персональных санкций против Токаева, Кулебаева и ряда людей, которые помогают Путину разными возможностями, чтобы Путин продолжал бомбить и нападать на Украину. И вот такого рода визиты, они раскрывают лицо Казахстана в большей мере. Казахстан был вне глобальной политики. Сейчас события в Украине, вот такого рода визиты Макрона в конечном счете приводят к тому, что мир начинает лучше понимать, а что такое Казахстан, а кто такой Токаев, а что делают граждане страны, выходят ли они на митинги, могут ли они выходить на митинги или нет. Вот в чем плюс. Поэтому, когда все это больше раскроется и покажется в результате инициативы граждан нашей страны, когда на них будет оказано давление или будут попытки оказания давления, мир поймет, что Казахстан оказывается репрессивное государство. Нет, с ними надо дружить, с этой политической верхушкой. Надо блокировать их счета, арестовывать их активы и так далее. Вот в этом направлении, работая лично я уверен, что мы достигнем успеха. Достигнем. Ну и какие будут результаты встречи? Они, конечно же, Макрон и Токаев подпишут какие-то очередные бумаги. За кулисами, конечно же, Макрон, наверное, что-нибудь пообещает по поводу меня. Но я еще раз хочу сказать, что судебная система Франции хоть и подвергается давлению, но чем выше инстанции, тем более независимые судьи. Поэтому я ожидаю, что 7-8 ноября в этом промежутке выйдет какое-то решение. Ну, возможно, даже, кстати, завтра какой-то подарок Макрон привезет Токаев по поводу меня. Но я могу сказать следующее, что я буду подавать апелляции. В этой связи я обратился, уважаемые друзья, к вам о просьбе срочно помочь мне финансово. Мне нужно отыгрывать эти решения. Если они выйдут негативно, они выйдут. Это мои адвокаты говорят. И затем еще показать, что 11 человек военных, арестованных, обвиняемых в организации заказных убийств, они сказали, что да, получали заказ на меня, чтобы следы привели к Токаеву. Вот что нам нужно доказать. Тогда все их действия юридического характера против меня будут проиграны, уважаемые друзья. Ну а Макрону я желаю, чтобы он воочию убедился, что Казахстан репрессивное государство. И, уважаемые друзья, вы должны знать, когда кто-то утверждает, что Западу выгодно скупать по дешевке уран у нас в Казахстане, нефть и так далее, это заблуждение. Западные страны покупают нашу продукцию по мировым рыночным ценам. И уран ли, нефть ли производит в мире очень много компаний. Поэтому и демократические, кстати, государства, Канада, Австралия и так далее. И поэтому, если Франция или Европа или Запад или какие-то другие страны не будут покупать у нас уран или нефть, проблема будет у нас, у Казахстана, а не у Запада, потому что этого продукта в мире навалом. И это больше зависимость Казахстана от Запада, чем Запад от Казахстана, чтобы вы понимали. Но это лобби тех компаний частных, которые работают в Казахстане в сфере добычи урана или добычи нефти. Они хотят получить политическую крышу, они хотят получить гарантии, что их инвестиции не будут отобраны. Но пример Миттала показывает, что президент страны может заявить, что мы расторгаем якобы какие-то несуществующие контракты, и затем катится большая-большая тележка. Макрон должен знать, что никто никаких гарантий иностранным инвесторам
не даст, а если даст, их гарантии вообще ничего не стоит. Вот мы такую будем работу проводить. И, уважаемые друзья, я еще раз хотел бы сказать вам, что вот в ближайшее время ожидается решение судов. Я не то чтобы не переживаю, я понимаю, что это большая борьба, и надо это пройти этап. Мы организовываем сейчас все большее количество ячеек. Мне пишут молодые люди, они говорят, что мы в отчаянии, не знаем, что делать и так далее. Кто-то вообще не верит, что можно сменить, и говорят о смене тактики. Это все не так. Тактика одна. Когда нас много, режим падает. Поэтому я еще раз призываю нас всех объединяться. Это единственный способ. И еще раз я хочу вам напомнить, что в нашей стране никому не дают возможность заниматься открытой политической деятельностью. Именно поэтому я нахожусь за рубежом, координирую деятельность разных сил, которые хотят добиться перемен. Перемены будут. Давайте, уважаемые друзья, не унывать, объединяться, друг другу помогать. И я уверен, что мы добьемся успеха очень скоро. Посмотрите, в Астане вчера длительное время не было ни света, ни воды, ни тепла. Еще зима-то ведь не настала. Это город, в который вкладывает государство огромные деньги. И в этом городе половина города сидела без света, тепла и воды вчера. То же самое происходит в Актубе, то же самое происходит в регионах. В ближайшие несколько месяцев в стране будут непрерывные катаклизмы. 2 дня назад был рукотворный взрыв на ArcelorMittal. Это сделал Токаев для того, чтобы промышленные активы шаг за шагом передать Путину. Все это в конечном счете говорит о том, что эта политическая верхушка не в состоянии управлять страной. Они приведут ее к хаосу. И наша задача все это остановить и выгнать этот режим. Давайте действовать. Алла Казахстан.